В Горном и Усть-Алданском районах в ближайшие годы запланировано строительство ряда крупных объектов. Об этом сообщили в ходе совещания у главы Якутии Айсена Николаева по вопросам подготовки и проведения 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары» и 8-х спортивных игр народов Якутии. В заседании приняли участие председатель Госсобрания Илтумен Петр Гоголев и первый вице-спикер парламента Якутии Александр Жирков. В Бердигистяхе Горного района, где в 2021 году состоятся игры Манчары, планируется построить многофункциональный спортивный зал, универсальный стрелковый комплекс с интернатом на 50 мест. Кроме этого, будет реконструирован стадион с трибуной на 1000 мест и с мобильными трибунами на 3000 мест. В Усть-Алданском районе к открытию спортивных игр народов Якутии летом 2022 года будут введены в эксплуатацию стадион на 1000 мест и многофункциональный оздоровительный спортивный комплекс в Барагонцах, а также универсальный комплекс спортивных единоборств с общежитием на 32 места в селе Мындаба. Также к соревнованиям будет проведена комплексная работа по развитию территории. В Бердигистяхе Горного Улуса планируется снести ряд аварийных домов и ввести новое жилье, благоустроить набережную реки Матты, построить пешеходный мост, разбить сквер. В селе Барагонцы Усть-Алданского Улуса предстоит строительство квартальных котельных, ремонт и строительство дорог. Глава Якутии также поручил проработать вопрос возможности строительства детского сада на 75 мест. В Госсобрании Илтумен состоялся круглый стол с участием органов местного самоуправления, на котором были обсуждены вопросы упорядочения сети учреждений здравоохранения в Якутии. Министр здравоохранения республики Елена Борисова подчеркнула, что правительство России приступило к изменению федерального законодательства. При этом она отметила, что работа, начатая руководством республики с конца 2018 года, оказалась актуальной и совпала с основными приоритетами федеральной программы модернизации здравоохранения. Это обеспечение доступной качественной медицинской помощью, создание системы медицинских организаций на основе потребностей населения с учетом территориальных, климатических и других особенностей. Министр сообщила, что сегодня оказанием помощи в первичном звене в регионе занимаются 445 медицинских организаций, в которых работает более 2500 врачей. По словам Елены Борисовой, нельзя сейчас говорить о надлежащем материально-техническом лекарственном обеспечении, так как огромный объем средств ежегодно направляется на повышение заработной платы. При этом качественные показатели, в том числе удовлетворенность доступностью медицинской помощи у населения республики, остается крайне низким. И сегодня как раз-таки в рамках программы модернизации здравоохранения в Российской Федерации говорится о правильном подходе к строению самой системы построения первичной медицинской помощи. Министр здравоохранения республики подчеркнул, что ни одна врачебная организация в регионе не закрыта. Участковые больницы преобразовываются в ФАПы, филиалы центральных районных больниц с круглосуточными койками, либо врачебные амбулатории с дневным стационаром. В Госсобрании Илтумен состоялся правительственный час, на котором обсудили ход реализации рекомендаций парламентских слушаний об экологической ситуации в бассейне реки Вилюй. Как сообщил заместитель председателя правительства республики Денис Белозеров, разработана и утверждена программа комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения, проживающего на этих территориях, на период до 2023 года. По итогам реализации первого этапа программы будет принято дальнейшее решение о разработке госпрограммы «Реабилитация природной среды и здоровья населения Вилюйской группы улусов». В рамках программы развития систем водоснабжения Вилюйской группы улусов в приоритетном порядке включены мероприятия по строительству водозаборов и установке очистных сооружений в населенных пунктах, расположенных в бассейне реки Вилюй. Предварительный общий объем финансирования программы составит почти 2 миллиарда рублей, из них 833 миллиона за счет средств компании «Алроса». Также находится в работе выполнение рекомендаций по ускорению строительства больничных комплексов в Верхневилюйском, Вилюйском, Кобяйском, Нюрбинском и Сунтарском улусах.
В Илтумене в ходе правительственного часа обсудили ход реализации госпрограммы по развитию сельского хозяйства. По словам министра сельского хозяйства Якутии Александра Атласова, совокупный объем финансирования госпрограммы из республиканского бюджета составил более 66,5 миллиардов рублей. Из федерального бюджета привлечено почти 7 миллиардов. Около 40% этих средств было направлено на развитие сельских территорий, чуть меньше на производственные направления. В рамках федеральной целевой программы по устойчивому развитию сельских территорий в Якутии построено около 3000 жилых домов. Реализовано 7 проектов комплексной компактной застройки. Введено 48 локальных водопроводов, 230 километров газовых сетей, построено 4 школы, 22 фельдшерско-акушерских пункта. На поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм было выделено в общей сумме грантов из федерального и республиканского бюджетов на сумму почти 2 миллиарда рублей. В результате объем валовой продукции сельского хозяйства по крестьянско-фермерским хозяйствам вырос с 5 до 7 миллиардов рублей. В части финансирования мероприятий программы был внедрен новый механизм предоставления субвенций муниципальным районам и городским округам путем их наделения отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства. На эти цели направлено около 24 миллиардов рублей. Александр Атласов сообщил, что по поручению главы Якутии разработан проект новой госпрограммы по развитию сельского хозяйства на очередную пятилетку. К 75-летию Великой Победы в Якутске установят памятник снайперу Ивану Кульбертинову. Возможным местом установки станет территория будущей школы в районе ДСК на улице, носящей его имя. Место выбрали на основании письма родственников. Об этом сообщили во время совещания в Госсобрании Илтумен. Кроме того, стало известно, что в 2021 году в Парке Победы появится общий памятник якутским снайперам. Спикер Госсобрания Илтумен Петр Гоголев подчеркнул, что якутские снайперы – это гордость республики, такой же его бренд, как и якутские алмазы. Он отметил, что установка памятника нашему герою – это дань уважения и признательности одному из ярчайших представителей коренных малочисленных народов Севера, а также восстановление справедливости. По каким-то причинам Ивана Кульбертинова не удостоили звания Героя Советского Союза, хотя он был дважды представлен к награде. Читайте в свежем номере газеты «Илтумен» на якутском языке. Жизнь сельчан в населенном пункте, тем более в отдаленных уголках республики, зависит во многом от наличия больницы и школы, соответственно, от рабочих мест. В условиях модернизации системы здравоохранения, нехватки средств на финансирование этой сферы проблема усложняется еще и тем, что сокращаются рабочие места для сельчан, закрываются стационары. Как решить эту проблему совместно с муниципалитетами? Какие наиболее приемлемые решения должны приниматься в этом сложном вопросе? Круглый стол, посвященный теме об упорядочении сети учреждений здравоохранения в республике, освещает обозреватель газеты Людмила Наговицына. Об очередном совещании по вопросу увековечения памяти легендарного снайпера Великой Отечественной войны Ивана Кульбертинова можно узнать из статьи главного редактора газеты Натальи Поповой. Также она приводит интересные факты из жизни знаменитого снайпера. Рассмотрению законопроекта о государственном бюджете на 2020-2021 годы в комитетах, а также о выполнении рекомендаций парламентских слушаний по экологии Вилюйской группы улусов посвящены материалы Ирины Ханды. 15 ноября отмечается День борьбы с сахарным диабетом. Что представляет собой это грозное заболевание? Об этом рассказывает в своей статье врач-эндокринолог Республиканской клинической больницы номер 3. Будет ли пользоваться 1/10 ипотекой сельский житель, а главное, переедут ли из города обратно сельчане в свои родные места в результате реализации этой программы? Об этом читайте в статье Василия Прокопьева. В новом номере газеты «Илтумен» на русском языке читайте: «Упорядочить нельзя сохранить». Еще раз о грядущей оптимизации штатов в республиканском здравоохранении. Учитель Чириков или писарь Шараборин. Результаты в новом исследовании проекта «Лики истории». Осторожно, коучинг, профессия будущего или просто мошенники. А также как оформить подписку на парламентскую газету и выиграть путешествие.
Председатель Госсобрания Илтумен Петр Гоголев принял участие в торжественной церемонии вручения именных стипендий первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Николаева лучшим учителям и учащимся республики. Он поздравил Михаила Ефимовича с днем рождения. Спикер парламента отметил, что с именем первого президента республики якутяне связывают практически все важнейшие преобразования, начавшиеся в республике в 90-х годах. Реформы, проведенные в образовательной, научной, социокультурной и духовной сферах, заложили фундамент поступательного развития республики на долгие годы вперед. Именная стипендия «Знанием победишь» – это признание педагогического мастерства и новаторства, реальная поддержка одаренных и талантливых детей. Лауреаты премии – лучшие обучающиеся, победители всероссийских олимпиад и научно-практических конференций, будущий цвет национальной интеллигенции, кому можно доверить будущее нашей республики. Учителя-профессионалы, подвижники культуры, науки и образования, вдохновляющие юные умы и сердца на познание, научные открытия и творчество. За 18 лет лауреатами именной стипендии стали 62 педагога и 42 обучающихся. Среди них есть преподаватели и научные сотрудники школ и университетов России. А в прошлом году стипендиатом стал советник правительства Гонконга по вопросам образования одаренных детей, руководитель образовательных учреждений «Базель Групп» Патрик Хак Чанг Лам.